Исәмі Садуслар, это канал «Татарский вперед», меня зовут Алсу. Мы продолжаем наш плейлист, рассматриваем новые темы, постепенно выходим на татарскую разговорную речь. Ну что ж, сегодня у нас опять-таки новая тема, познакомимся с новой грамматикой, а также отработаем ее на практике. Сегодняшняя тема – прилагательные в татарском языке. Рассмотрим некоторые примеры, составляем предложения, а также дополнительно рассмотрим отрицание, как в татарском языке отменить все ранее пройденные слова прилагательные. Прилагательное – это слово, которое отвечает на вопрос «какой», «какая», «какое-то», то есть описывает признак предмета. Красивый, добрый, хороший, сверкающий и так далее. Давайте познакомимся с нашими 13 словами на татарском языке. Мин ухейм, сіз тыңлап. Я прочитаю, а вы послушайте. Матур, яхшы әйбәт, ямсез, начар, зур, бәләкәй кечкенә, алтын, бай, ярлы, акыллы, саран, озын, кыска. Главная особенность прилагательных в татарском языке, что у них нет рода. То есть слово матур означает красивый, а также красивая, красивое, красивые и даже просто красиво. И так это работает со всеми словами прилагательными. Әйдәгез практика өчен берничә җөмлә тәрҗемә итәбез. Давайте переведем несколько предложений для практики. Эта книга очень хорошая. Бу китап бик яхшы. В татарском языке очень это слово бик. Вы очень умный человек. Сез бик умный это акыллы и человек кеше. Я маленьких собак люблю. Будет звучать как мин, бәләкәй. Собака это эт, как вы сделаете во множественном числе собаки. Этлер, люблю, яратам. Это очень плохо. Простое предложение. Бу бик начар. Бу бик начар. Он плохо пишет. По-татарски я пишу это мин язам. Помните ли вы, как в ранее пройденных уроках мы выводили форму, что пишет он? Да, для этого просто откидываете букву М в конце от приведенных слов. То есть, если я пишу это мин язам, то он пишет ул яза. Глагол, разумеется, в конце. Ул начар яза. Ул начар яза. Просим, ты хорошо готовишь? Вспоминаем тему вопрос в татарском языке. Здесь вопросительного слова нету. В конце обязательно добавляем м или мэ. Син йохше. И вот готовишь будет ширясын. А вопросительного слова у нас здесь нету, поэтому добавляем мэ. Син йохше пиширясын мэ. Какое животное умное? По-татарски животное это слово хайван. Если вы хотите возвести это во множественное число, то ответ будет не хайванлар, так как последняя буква Н, то хайваннар все же. Поэтому вопрос звучит так. Кайсы хайван акыллы? Кайсы хайван акыллы? Әйдәгез давам итәбез. Итак, продолжим. И для того, чтобы все данные глаголы у нас возвести в элемент, что не красивый, не умный, не жадный и так далее, работаем только с одним словом, и это слово тюгель. На записи оно выглядит вот так вот и читается как тюгель. Я бы, конечно, поставила сюда мягкий знак, но оригинально его там нету. Тюгель переводится как «не». Тюгель переводится как «не». Итак, добавляем данную частичку в конец после прилагательного. Например, красивый матур, а некрасивый матур тюгель. Любые примеры. Богатый бай, а не богатый бай тюгель. Частичка тюгель в татарском языке отрицает все части речи, кроме глаголов. Например, не сейчас, хазер тюгель, не я, мин тюгель, не сегодня, буген тюгель, и даже просто не Россия, Россия тюгель. И некоторые предложения на перевод. Это платье некрасивое. Бу, платье по-татарски кульмяк, и некрасивое матур тюгель. Бу кульмяк, матур красивый, тюгель сделали отрицание. Кошка не маленькая. Си, маленькая белякей, а вот отрицание ставится после прилагательного тюгель. Си, белякей, тюгель. Ну и даже просто предложение это не кошка. Это не кошка будет звучать как бу, си, тюгель. Бу, си, тюгель. Хочу напомнить, что я преподаю парные, индивидуальные групповые уроки. Собираемся и обсуждаем темы на татарском языке, рассматриваем грамматику,
а также доступен курс «Татарский язык с нуля». Его прошли уже более 100 моих учеников, и они эффективно освоили базу татарского языка. Курс представляет собой более расширенную информацию того, что мы просматриваем на канале.